Да. Все, я готов. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгений Викторович Поляков, автор-разработчик учебного курса «Край, в котором я живу», методист лаборатории развития этнокультурного образования. Уважаемые коллеги, хочу, во-первых, поприветствовать вас и поблагодарить за проявленный интерес к сегодняшнему семинару. Сегодня мы с вами поговорим об особенностях работы с наглядно-дидактическим материалом учебного пособия «Край, в котором я живу» в 3 классе. Вначале хочу сообщить новость о том, что разработаны методические рекомендации. Вот я на прошлом семинаре вам показывал это для 2 класса. Сейчас вышли методические рекомендации для 3 класса и методические рекомендации к учебному пособию «Край, в котором я живу» для 4 класса. Сейчас вот эти методические рекомендации должны будут пройти экспертизу Министерства образования Республики Коми, и я думаю, что через какое-то время, уже, наверное, к началу следующего учебного года, к сентябрю, уже они выйдут в продаже. Мы планируем отдать на реализацию данные учебные пособия в магазин «Ордем», который находится в Сыктывкаре на улице Карла Маркса, 229. Но хочу напомнить, уважаемые коллеги, что сейчас пока эти методические рекомендации не продаются. Да? Сейчас пока их нет в продаже. Также будем надеяться, что к 1 сентября выйдет в свет книжка-раскраска «Край, в котором я живу», которую мы совместно подготовили с Эльвирой Ивановной Поляковой. Ну, а сейчас, уважаемые коллеги, давайте непосредственно перейдем к теме нашего семинара. И чтобы наш семинар был наиболее продуктивный, возьмите, пожалуйста, учебник «Край, в котором я живу» для 3 класса. И вместе с вами будем разбираться в особенностях работы с наглядно-дидактическим материалом данного учебного пособия. Так, ну, как вы все прекрасно знаете, наглядно-дидактический материал – это изображение, которое является средством для организации работы обучающихся, позволяющих им наиболее полно овладеть знаниями, не только предметными, но и метапредметными, и также личностными по определенному предмету. В нашем случае это краеведение. В учебнике для 3 класса наглядно-дидактический материал представлен художественными иллюстрациями, картографическим материалом, то есть во 2 классе картографического материала не было, фотографиями памятников культуры и репродукциями картин художников Республики Коми. Отдельно на нашем семинаре мы поговорим о системной работе с репродукциями картин, с памятниками природы и культуры в рамках краеведческого курса. Давайте рассмотрим, как изучение наглядно-дидактического материала связано с планируемыми личностными, предметными и метапредметными результатами освоения учебного курса в 3 классе. Итак, итогом освоения произведений изобразительного искусства являются следующие личностные результаты. Во-первых, это эстетическое воспитание на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. Далее это воспитание уважительного отношения к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы и культуры. Интерпретация, то есть расшифрование, да, идейного смысла художественных произведений. Развитие этических, то есть нравственных чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. Понимание и
сопереживание чувствам других людей, осознание необходимости бережного использования полезных ископаемых Республики Коми, формирование основ экологической культуры, ориентации в нравственном содержании и смысле поступков людей, имена которых вошли в историю нашего края. Так, рассмотрим планируемые предметные результаты освоения наглядно-дидактического материала по курсу «Край», в котором я живу, в 3 классе. Итак, младшие школьники научатся. Во-первых, находить на физической карте Республики Коми географические объекты и их названия. Во-вторых, осознавать значение природных богатств Республики Коми в хозяйственной деятельности ее жителей и необходимость бережного отношения к природным богатствам. Также младшие школьники научатся описывать памятник природы своего населенного пункта, своего района, главные памятники природы Республики Коми. Также научатся описывать памятники историко-культурного наследия, научатся рассказывать об особенностях традиционного представления мира коми-зырян, научатся называть и описывать наиболее известные памятники истории и культуры Коми-края. На основе изучения наглядно-дидактического материала младшие школьники научатся характеризовать образ жизни людей, проживающих на территории Коми-края в разные исторические периоды. Научатся описывать наиболее важные, ключевые события в истории Коми-края, а также события, связанные с яркими историческими личностями. А также младшие школьники на основе изучения наглядно-дидактического материала научатся описывать облик столицы Коми-края в разные исторические периоды. То есть научатся узнавать достопримечательности, памятники Усть-Сысольска, ну и Сыктывкара. Так, давайте мы с вами бегло рассмотрим планируемые метапредметные результаты освоения наглядно-дидактического материала по краеведению в 3 классе. Итак, значит, ну, соответственно, сначала рассмотрим познавательные универсальные учебные действия. Младшие школьники научатся сравнивать и различать особенности изучаемых объектов, сравнивать репродукции произведений изобразительного искусства с содержанием текстового материала, строить рассуждения в форме связи простых суждений об изучаемом объекте, проводить аналогии между изучаемым краеведческим материалом и собственным личностным опытом, выделять существенную информацию из репродукции картин и иллюстраций. Итак, коммуникативные универсальные учебные действия направлены на то, чтобы обучающиеся участвовали в диалоге, вырабатывали общую позицию по определенной теме обсуждения, строили понятные для собеседника высказывания, правильно воспринимали информацию и вели диалог с автором произведения, то есть в данном случае это художником. Формулировали свое мнение и позицию, учитывая мнение других людей. Строили монологические высказывания и рассказывали об изученном объекте. Адекватно использовали речевые средства в процессе рассказывания в ходе выполнения творческих работ. Да, в учебном пособии «Край», в котором я живу, для 3 класса содержится 23 репродукции картин. Масштаб картин позволяет рассмотреть все детали, но, как я уже говорил на прошлом семинаре, по рассмотрению наглядно-дидактических материалов в учебном пособии для 2 класса, я вам рекомендую проецировать на большом экране, или, может быть, это будет плазменная панель, или интерактивная доска, вот эти картины. Вы можете скачать эти картины на сайте краеведения. Вот здесь записан доменный адрес этого сайта, на котором размещены произведения изобразительного искусства художников Республики Коми из фондов Национальной галереи Республики Коми. Также рекомендую использовать технологию визуальной коммуникации, да, зрительное общение с объектом.
То есть процесс работы с наглядно-дидактическим материалом строится в форме обсуждений, изображений картин, в рамках которого вам не нужно давать сразу информацию об картине. А процесс строится сначала как внимательное изучение на основе вопросов, таких как: что вы видите, что происходит на картине, опишите картину. Да? То есть таким образом необходимо побуждать, чтобы дети сами попытались раскрыть идейный смысл картин. Да? И уже после того, как ребята зрительно, визуально рассмотрят, изучат этот объект, тогда можно уже давать дополнительную информацию по данному произведению. Ну что ж, уважаемые коллеги, давайте непосредственно перейдем к рассмотрению наглядно-дидактических материалов, которые присутствуют в учебном пособии «Край, в котором я живу» в 3 классе. Так, вначале откройте, пожалуйста, учебное пособие «Край, в котором я живу» для 3 класса на 6-й странице. Страница 6. Так, на 6-й странице изображена карта. Да? Это первая тема, которая называется «Что рассказывает карта?». Рекомендую помимо карты, которая находится в учебнике, использовать карту с более большим масштабом, да, чтобы ребята могли более внимательно рассмотреть все географические объекты, которые есть у нас в Республике Коми. Прежде всего, необходимо вспомнить обозначение на карте видов земной поверхности. То есть, соответственно, зеленый цвет – это равнины. Желтый и коричневый, соответственно, это возвышенности, а коричневый – это горы, да, которые полосой тянутся по восточной границе Республики Коми. Реки на карте изображены синей полоской. Уважаемые коллеги, напомните, пожалуйста, детям о сторонах горизонта. Да? То есть юг, он находится внизу, север вверху, запад слева, а восток, соответственно, справа. Также рекомендуется детям показать и перечислить города и сельские поселения, ну, имеется в виду административные центры районов Республики Коми. Можно попросить ребят ответить на вопрос: на какой стороне горизонта находится определенный город или определенное село. Ну вот, например, ребята, давайте найдем на нашей карте город Воркуту. На какой стороне горизонта она находится? Соответственно, вот Воркута находится на северо-востоке Республики Коми. Попросите детей перечислить реки, изображенные на карте. Это Печора, да, самая большая река, Уса, Вычегда, Цильма, Мезень, которая протекает на западе, Илыч, Ижма, Пижма, Луза, которая протекает на юге, да? Сысола. Вот еще обратите внимание на вопрос номер 1 условного обозначения «Подумай и ответь» на странице 9. Вот смотрите, вопрос. Почему карту называют путеводителем? Что можно узнать о Республике Коми, изучив ее физическую карту? То есть вопрос, да, такого метапредметного характера и предполагает осмысление младшими школьниками понятия карта как путеводитель. Да? Ну, что можно, во-первых, узнать о Республике Коми? Ее рельеф, населенные пункты, географические объекты, реки, водоемы местности. И вот обратите внимание, насколько важно изучать карту.
Да, то есть человек может добраться до того или иного населенного пункта, не прибегая к проводнику. Проводником и будет карта, которая подскажет, где располагается близлежащий населенный пункт, водоем. Также на карте наносят расположение автодорог, железных дорог. Вот, то есть всю эту информацию можно узнать, детально изучая карту. Так, перейдем к следующей теме подземная кладовая. Откройте, пожалуйста, учебник на странице 11. Обратите внимание на скульптуру. Скульптура Игоря Валентиновича Пылаева «Первопроходцы». Обратите внимание, уважаемые коллеги, что представленная скульптура является памятником истории и культуры Республики Коми. Скульптура выполнена из алюминия. Надо отметить, что вообще большая часть деятельности скульптора Ивана Пылаева, она прошла в Воркуте. И шахтерская тема является одной из основных в творчестве скульптора. При рассматривании данного произведения искусства рекомендуется учащимся самим описать скульптурную композицию. То есть назвать одежду, инструменты и позы. То есть обратите внимание на инструмент шахтера. Да? Это отбойный молоток ударного действия, с помощью которого шахтеры добывают пласты угля в земных недрах. Покажите на физической карте Республики Коми район добычи угля. То есть это воркутинское месторождение. Так, давайте перелистнем страничку и откроем страницу 12. Откроем страницу 12 учебника. Видите, картина коми-художника Энгельса Козлова «Нефтяники Печоры». Да, рекомендую вам дать краткую справочную информацию о художнике. При рассматривании произведения изобразительного искусства можно рассказать предысторию появления картины. Для будущей своей картины Энгельс Васильевич Козлов собирал этюды, зарисовки, то есть эта картина, она рождалась не сразу. То есть он перед тем, как писал эту картину, несколько недель провел на буровой в тайге близ города Усинска. И ему воочию посчастливилось наблюдать процесс бурения скважин. И картина «Нефтяники и Печоры» посвящена окончанию бурения нефтяной скважины. На картине запечатлен момент, когда бурение закончено. Рабочие дошли до нужной отметки. Вот обратите внимание даже на лица рабочих, да? То есть их переполняет радость. Картина, она сочетает в себе документальность. С помощью картины, с помощью этого произведения изобразительного искусства художник убедительно подтверждает, что рабочие, они являются истинными первооткрывателями богатств Коми земли. Вот важно обратить внимание еще на задний план картины. Обратите внимание, где изображена река Печора. Художник Энгельс Козлов не случайно изобразил эту северную реку. Учащиеся должны осознать взаимосвязь между титаническим трудом нефтяников и могучей рекой Печорой, которая отдает свои богатства народу. Так, давайте откроем страницу 17. Откройте, пожалуйста, страницу 17 и давайте поработаем с картиной Анатолия Павловича Бухарова «Ухтинский нефтеперерабатывающий завод».
Художник запечатлел промышленный объект, который расположен в городе Ухте. То есть это не просто пейзаж, да, изображение природы, это промышленный пейзаж. На данном заводе происходит переработка нефти в различные виды топлива. Вот обратите внимание детей на то, на вот именно это инженерное сооружение, которое представлено на картине «Нефтеперерабатывающий завод», то, что здесь происходит процесс непрерывного очищения сырой нефти. То есть важно детям понять, что нефть в сыром виде – это еще не конечный продукт. Вот черное золото, нефть проходит несколько стадий переработки, прежде чем оно станет уже топливом. Да? Также давайте мы с вами рассмотрим произведение изобразительного искусства, посвященное теме край, тайги и тундры. В рамках данной темы рекомендую поработать с картинами, где изображены тундра. Значит, картины на странице 22. Откройте, пожалуйста. Страница 22. Значит, картина художника Якова Яковлевича Вундура «Стоянка оленеводов у реки». И, значит, картина на следующей странице, картина 23, прямо две картины на развороте. Картина Станислава Анфимовича Торлопова «Белое утро». Работа с картинами организуется с опорой на текст, а именно с использованием методического приема прогнозирующее чтение. Прочитайте на странице 22 абзац, который начинается с предложением. Сейчас. Где только не побывают оленеводы, чего только не увидят. Взрослые привыкли к путешествиям и ничему не удивляются. А Мише все удивительно. Не знает он еще многого. Почему в тундре не растут деревья? Куда пропадают зимой гуси и утки? Откуда прилетают сюда на север? Миша спрашивает у матери, почему мы весной и осенью едем за гусями? Сделайте остановку в тексте. Предложите младшим школьникам спрогнозировать и самим ответить на этот вопрос, на вопрос маленького Миши. Сравните ответ третьеклассников с репродукциями картин на страницах 22 и 23. После прогнозирования продолжите чтение рассказа. Вот давайте мы с вами рассмотрим картину. Первую картину «Стоянка оленеводов у реки». Художник Яков Вундер. На картине художник запечатлел традиционное жилище оленеводов – чум, а также традиционные средства передвижения. Вот обратите внимание на передний план. Это нарты. Необходимо обратить внимание школьников на сам чум. То есть чум – это в данном случае художник изобразил летний вариант чума, летний вариант переносного жилища оленеводов. Вот этот чум, он покрыт брезентом. Учащимся можно предложить следующие вопросы и задания. Какое время года запечатлел художник? Докажите, что на картине изображен вечерний пейзаж. Почему стоянка оленеводов расположена на берегу реки? Назовите краски летней тундры. Так, давайте перелистнем страницу и рассмотрим картину Станислава Торлопова «Белое утро». Учителю вам можно рассказать об особенностях оленеводства коми-иженцев. Летом оленеводы отводят стада на север, чтобы олени сами добывали себе корм. Это ягель. А осенью погонщики со своим стадом возвращаются обратно домой,
И вот на картине художник изобразил как раз вот этот момент, когда оленеводы собираются в дальнюю дорогу. В процессе знакомства с картиной можно рассказать о традиционном жилище, одежде, средствах передвижения оленеводов. При рассматривании картины можно предложить следующие вопросы и задания. Почему картина называется «Белое утро»? Расскажите о подготовке оленеводов к дальней дороге. Чем заняты оленеводы? Опишите нарты как традиционные средства передвижения жителей тундры. С какой целью художник изобразил несколько нарт? Опишите традиционный костюм оленевода. Вместе с учащимися по картинам можно сравнить два разных варианта чума. То есть на картине Вундера изображен летний вариант чума, покрытый брезентом, а на картине Торлопова изображен уже зимний вариант чума. Зимний вариант чума, значит, чум, который был покрыт оленями шкурами и, соответственно, без окна. А также вместе с школьниками рассмотрите еще одну картину по этой теме. Это картина Николая Витинга «Лесорубы» на странице 26. На странице 26. Картина написана в 60-е годы. То есть художник запечатлел трудовой день лесозаготовителей того периода. На одной из лесных делянок рабочие валят деревья. Срубленный лес увозят на погрузочных машинах, вот они изображены, одна из машин, к месту назначения. Попросите учащихся описать рабочих лесорубов. Важно отметить, что многие лесозаготовители применяют в работе бензопилу. Да, вот раньше была очень распространена бензопила «Дружба». Однако вот сейчас, в настоящее время, в лесной промышленности Республики Коми применяются в большинстве случаев уже современные машины, харвестеры для лесозаготовки. И вот с целью повышения мотивации можно детям сказать, что об вот этих удивительных машинах, которые заготавливают самостоятельно лес, вы узнаете уже в 4 классе. Да? То есть это такой мотивационный, может быть, момент для младших школьников. Так, давайте перейдем к рассмотрению наглядно-дидактического материала по теме «Памятники природы». И я бы хотел отдельно остановиться на нескольких фотографиях по данной теме. Откройте, пожалуйста, страницу 28, и давайте мы с вами рассмотрим памятник природы. Удивительный памятник природы, который расположен в Усинском районе, это скала Кольцо. Скала Кольцо. На основании этой фотографии порассуждайте о том, что природа является прекрасным скульптором, способным создавать великолепные, удивительные памятники. И для наглядности учащимся можно показать фотографию одной из архитектурных сооружений, например, архитектурную арку «Московские триумфальные ворота». И для расширения знаний учащихся можно ввести новую информацию. То, что архитекторы сооружали Московские триумфальные ворота 2 года. А вот этот природный памятник, который расположен в Усинском районе, скала Кольцо, сооружался с помощью природы. Это воды и ветра в течение многих столетий. В чем и заключается ценность сохранения вот этих памятников, да? Памятников природы. Еще я бы хотел отдельно остановиться на памятнике природы на странице 34. Откройте, пожалуйста, страницу 34, где изображены 2 памятника природы.
Два памятника природы. Значит, это зимнее чудо горы Тимаис, Троицко-Печорский район, и гора Манарага. Вот давайте мы опишем этот природный памятник. Во-первых, покажите, пожалуйста, на физической карте Республики Коми гору Тимаис. Она расположена в Троицко-Печорском районе на территории Северного Урала. Задайте школьникам уточняющие вопросы. Ребята, что вы видите на фотографии? Что может быть спрятано под ледяным панцирем? Дети могут предложить разные варианты ответов. Это могут быть горы, это могут быть что угодно, да, могут сказать дети. Но на самом деле эти сказочные белые великаны – это хвойные деревья. Вот они зимой покрываются вот таким льдом и вот представляют собой такие причудливые фигуры. Внизу тоже расположен памятник природы – гора Манарага. Учитель рекомендуется дать небольшую справочную информацию об этой горе. Манарага – одна из самых высоких и красивых вершин приполярного Урала. Высота горы составляет 1662 метра. Интересное само по себе название горы, которое произошло от ненецких слов «мана» и «раха», что в переводе означает «подобное медвежьей лапе». И вот обратите внимание на вершины горы Манарага. Действительно, гребень горы чем-то напоминает, да, когтистую медвежью лапу. Так, уважаемые коллеги, давайте мы перейдем к следующему разделу. «Культурное богатство Коми-края». И рассмотрим с вами наглядный дидактический материал на странице 39. Стоянка первобытного человека. Стоянка первобытного человека. Вот эту экспозицию можно увидеть в Национальном музее Республики Коми. На данной экспозиции представлен жизненный уклад наших предков Коми народа. И предложите младшим школьникам ответить на следующие вопросы и задания. Ребята, что вы видите на фотографии? В каком месте происходит действие? Дети могут ответить, что это, скорее всего, пещера. То есть в данном случае эта пещера была домом для первобытного человека, да? Естественным жилым домом. Ребята, чем заняты первобытные люди? Тут дети могут проявить фантазию, посмотреть, да, внимательно и ответить на вопрос. Древние люди разжигают и поддерживают огонь, готовят пищу на костре, шьют одежду, греются, собирают ветки, хворост для костра. И попросите учащихся детей описать экспозицию «Стоянка первобытного человека». Перейдем к рассмотрению серии картин, посвященных теме поверья древних Коми. Откройте, пожалуйста, страницу 54. И да, это иллюстрация Аркадия Мошева «Земля не держала». Вот работа с картинами. Сейчас мы представим целую серию картин, которые располагаются на развороте. Вот серия картин сначала на странице 54, далее на странице 55. И если перелистнете, да, увидите последняя картина Аркадия Мошева «Первый водяной» на странице 56. Вот давайте поработаем с этими картинами.
Прежде всего, вот первая картина «Земля не держала», она организуется по прочтению первых двух абзацев текста Пьера и Водяной на странице 53. И далее предлагается работа по картинам. Вот давайте прочитаем, да? На берегу Эжвы вычегды, средь пармы дремучей, жил охотник Пьера. Ростом он был такой, что глянешь на него, с головы шапка валится. Плечи ни в одну дверь не входили. Он был так силен, что камни размером с баню, как мячики, бросал. А где лошадь с грузом в гору подняться не может, сам впрягался. На лицо он точно дитя голубоглазое, только с густой светлой бородой. Взгляд его мягок, а рука тверда, будто каменная. Бывало, положит ручищу свою на лошадиную спину, бедная кобылка прогибается. Далее сделайте остановку и перейдите к рассмотрению картины на странице 54. На картине художник показывает всю мощь богатырской силы Пьеры. Вот прямо фрагмент, да, текста. Он был так силен, что камни размером с баню, как мячики, бросал. А где лошадь с грузом в гору подняться не может, сам впрягался. Вот как раз этот момент описания и изобразил художник. Учащимся можно предложить следующий вопрос из задания по картине. Опишите традиционный костюм коми-охотника. Как художник показал богатырскую силу и мощь Пьера Богатыря. С опорой на картину докажите, что Пьера является богатырем. Как художник изобразил Пьеру Богатыря? Почему автор изобразил Пьеру, поднимающего сани с грузом в гору? Почему картина называется «Земля не держала»? Какие чувства хотел пробудить автор у зрителей? Что привлекло твое внимание к картине? Вот следующая картина Аркадия Мошева «Пьера Язычник» на странице 55. Она также связана с текстом на странице 53. Вот обратите внимание, третий абзац. Пьера был заядлым охотником. Отправляясь на добычу, он с почтением останавливался перед богом Йеном, чтобы была ему удача в лесовании. Далее сделайте остановку и перейдите к рассмотрению картины на странице 55. Репродукцию можно использовать в качестве беседы о религии древних коми. На картине изображен Пьера перед деревянным идолом, Йеном. Вот обратите внимание. А в поверьях древних коми Йен является один из братьев Творцов. Да, был Йен и Омы. Вот Йен, он как раз создал все полезные для человека живые существа. И на картине видно, что охотник задабривает языческого бога, чтобы удача ему была в лесовании. Лесование – это архаизм, означало охотничье дело. Да? Учителю можно предложить, чтобы учащиеся рассказали, младшие школьники рассказали о снаряжении коми-охотника, используя вот эту картину. Да? То есть обратите внимание, что Пьера держит на правой руке койбить, далее в левой руке он держит лук со стрелами. Обратите внимание на традиционную одежду коми-охотника. Это накидка, кожаная накидка лузан. Обратите внимание на лыжи, да, которые покрыты мехом, камусом.
То есть здесь можно вспомнить внутрипредметные связи при изучении темы в первом классе традиционные занятия. Охота как традиционное занятие. Комизря. Так, давайте перейдем к рассмотрению следующей картины из представленной серии картин. Это картина Аркадия Мошева «Пера и водяной» на странице 56. Художник в этой картине запечатлел момент кульминационной развязки поединка Перы и водяного, Васы. При описании обратите внимание на корону водяного, которая слетает с его головы. Художник тем самым хотел символично раскрыть замысел картины, что Пера является единственным хозяином реки. При рассматривании картины можно предложить следующие вопросы и задания. Ребята, как художник показал силу Перы? Как на картине художник изобразил водяного? Каким он представил водяного? Опишите героев картины. Следующая картина по теме поверья Коми – это картина Аркадия Мошева «Йиркап и волшебные лыжи». «Йиркап и волшебные лыжи». Откройте, пожалуйста, страницу 58 и давайте поработаем с этой картиной. По легенде, охотник Йиркап смастерил себе волшебные лыжи, которые могли мчаться быстрее ветра. Достаточно было подумать о том, куда нужно было поехать, и лыжи несли своего хозяина сами. Чтобы их остановить, нужно было бросить перед собой шапку и рукавицы. На картине Аркадий Мошев символично изобразил молодецкую удаль охотника. Волшебные лыжи мчат Йиркапа быстрее ветра. Ни один зверь, ни одна птица не могут состязаться с ним в скорости. Вот обратите внимание, да? Рядом с Йиркапом изображена сова. То есть художник как бы сравнивает полет на лыжах охотника Йиркапа и полет совы. И целесообразно раскрыть такие художественные детали картины. Сова, как и Йиркап, это тоже охотничья птица, она и тоже охотится. Вот. То есть не просто так изобразил художник эту птицу. И учащимся можно предложить следующие вопросы по картине. Каким изобразил художник Йиркапа? Какие детали картины позволяют утверждать, что Йиркап охотник? С какой целью художник изобразил могучие высокие ели? Да? То есть дети могут догадаться, что тем самым он показал, что как высоко летит Йиркап на своих волшебных лыжах. Для чего Аркадий Мошев изобразил сову? Вот обратите внимание на следующей странице, на странице 59. Изображена иллюстрация. Это, кстати, памятник культуры, памятник историко-культурного значения. Это фрагмент лыжи со скульптурным изображением лося. Вот этот памятник был найден в деревне Синдер. И вот обратите внимание, что по легенде удалой коми-охотник Йиркап жил рядом с озером Синдер. То есть вот здесь есть какая-то аналогия. Да? И данный памятник рассказывает о развитии разных видов средств передвижения древнего человека. Возраст памятника. Во-первых, это самые древние в мире лыжи. Их возраст 6000 лет до нашей эры. То есть это вообще уникальный памятник. И уникальный он тем, что он сохранился, то, что он вообще сохранился, да, потому что если это материал из бронзы, то, конечно, это понятно, да, почему он сохранился. А тут памятник выполнен из дерева.
И он сохранился благодаря торфу. Вот сейчас археологический памятник хранится в Национальном музее Республики Коми. Долгое время этот памятник был на реставрации в Эрмитаже. Вот. И это изделие, в чем интерес изделия? В том, что изделие уникально тем, что вот это изображение головы лося, оно несло магическое значение. По представлениям древних людей, лыжи должны были наделять владельца такими качествами могучего животного, как быстрота, как выносливость. И кроме этого, как полагают историки, наличие вот головы лося на ходовой части лыж имело еще и практическое значение, поскольку вот эта голова, она была, ну, таким своего рода тормозом при подъеме в гору, препятствуя скольжению лыж вниз. Перейдем к следующей теме. Следующая тема по следам Стефана Пермского. Вот в рамках этой темы тоже предусмотрена работа с картинами. Уважаемые коллеги, откройте, пожалуйста, страницу 64. Так, картина Стефана Пермского, прошу прощения, картина Аркадия Мошева, Стефан Пермский и береза. Работа с картиной организуется также с опорой на текст, да? То есть используя прием прерывистого чтения. Так, давайте перейдем к странице 63. Так, 63. И давайте найдем текст. В это время, текст, это получается 4-й абзац. 4-й абзац. В это время пришел Стефан на земли пермские, стал он слово о добре говорить и главную заповедь христианскую нести. Все люди братья. Зла Стефан не творил, но к идолам строг был, в кострах их сжигал. Дары, которые пермяне своим деревянным богам подносили, тоже в огонь бросал. И горели они в шуме огненном. Вот перелистните страничку. И здесь изображен сам процесс. Вот эта легенда о Стефане Пермском и прокудливой березе. Вначале используйте приемы визуальной коммуникации. Спросите, ребята, что вы видите? Что происходит на картине? Пусть дети сами попытаются расшифровать смысл, интерпретировать смысл вот этой картины. Далее рекомендуется сделать пояснение и ввести новую информацию. На этой картине художник изобразил Стефана, который собирается срубить огромную березу. И в процессе рассматривания пусть дети опишут эту березу. Обратите внимание на ленточки. То есть прошлая тема была посвящена поверьям древних коми. Говорилось о священных деревьях. Вот у коми-зырян священным деревом была береза. Да? И здесь мы видим, как Стефан Пермский хочет срубить этот языческий символ зырян. Зачитаю. В то время в Усть-Выме стояла прокудливая береза. Коми народ поклонялся дереву. Люди приносили разные дары, на ветки подвешивали ленты. Коми-пермяне верили в могущественную силу березы. Стефан Пермский приказал срубить дерево. Один день рубили, но береза не упала. На следующее утро люди смотрят, а береза по-прежнему стоит. И только на третий день, когда рубили, день и ночь без перерыва, береза упала. Позже на месте прокудливой березы была построена церковь.
Михаила Архангела. После рассказа о прокудливой березе задайте проблемный вопрос. Почему на месте срубленной березы была построена церковь? То есть дети должны будут поразмышлять. То есть тем самым на месте языческого идола устанавливалась новая вера, которая была характерна для комизырян. Это православная вера. Так, перейдем к рассмотрению следующей картины. Откройте, пожалуйста, страницу 66. И давайте поработаем с картиной Аркадия Мошева, Стефан Пермский и сотник Пама. Вот при работе с этой картиной используйте, пожалуйста, также прием прерывистого чтения. На странице 65, перелистните, пожалуйста, на странице 65 найдите 4-й абзац. «Я, Пам, кудесник и чародей, всеми стихиями управляющий, вызываю тебя на поединок, дабы узнать, чья вера истина». И после прочтения сделайте паузу. И вместе с детьми рассмотрите картину. Вначале задайте вопросы. Ребята, что вы видите на картине? Опишите героев картины. Подскажите, кто является кем. Найдите Стефана Пермского на картине, найдите сотника Пама. Можно ли сказать, вот такой вопрос может быть, вопрос на размышление. Ребята, можно ли сказать, что на картине изображено противостояние двух вер, православной и языческой? Пусть детки поразмышляют. Какие символы двух вер изобразил художник? Вот обратите внимание, у Стефана Пермского крест, да, в одной руке, в правой руке, в левой руке он держит Библию, Священное Писание. Так, вот в центре находится Пама, да, колдун Пама. У Памы в правой руке шаманский бубен, он надел маску, то есть это такие языческие символы. Давайте мы с вами рассмотрим еще одну картину на странице 69. Откройте, пожалуйста, страницу 69 и поработаем с этой картиной. Страница 69. Художник символически описывает момент, когда колдун Пама покидает Коми-землю и идет дальше на север. Он проиграл в поединке с Стефаном Пермским. В Коми-крае установилась новая вера, православная вера. И вот кудесник, он не смирился с этой новой православной верой и решил покинуть свою родину. Учащимся можно дать задание. Ребята, подумайте, почему художник назвал картину «Торжество христианской веры». Найдите на картине объекты, подтверждающие название картины. Младшие школьники могут отметить, что на месте разрушенных языческих идолов на холме, обратите, задний план картины, да, была построена христианская церковь. Эта церковь символизирует торжество новой веры, новой христианской веры. И давайте мы еще рассмотрим один наглядный дидактический материал. Это будет икона. Икона с житием святого святителя Стефана Пермского на странице 67. Вот обратите внимание, на странице 70 в условном обозначении «Выполни сам» есть задание. Задание номер 1. Раздели текст на отрывки, этапы жизненного пути Стефана Пермского и придумай заглавие к ним. И вторая часть задания.
найди на иконе святителя Стефана Пермского живописные сведения о его биографии. Вот давайте мы сейчас рассмотрим вторую часть задания. Найдем на иконе святителя Стефана Пермского живописные сведения о биографии первосвятителя. Так, во-первых, в центре иконы, это называется средник, располагается изображение святого Стефана. А на полях, вот обратите внимание, центр, а вот на этих полях изображены биографические сведения Стефана Пермского. Вот эти живописные сведения называются клеймы. Клеймы. Здесь изображены сюжеты из жизни Стефана. Изучение иконы начните с самого верха и постепенно двигайтесь вниз. Вот здесь, конечно, нужно детальное рассмотрение этой иконы, да, поэтому желательно, чтобы она была в хорошем разрешении и желательно вот ее проецировать на экране, на большом экране. Вот вместе с учащимся найдите следующее жизнеописание. То есть вначале первое изображение – это рождение Стефана. Затем второе изображение, вторая клейма посвящена крещению Стефана Пермского в Великом Устюге. Далее идет следующие, третьи, четвертые клеймы служению Стефана в Ростовском монастыре, благословение на христианизацию Коми-края. Далее обратите внимание, по бокам изображены, вот как на лодке Стефан Пермский плывет в Таежный край. В Таежный край для того, чтобы проводить, да, новую веру в Коми-крае, чтобы совершить принятие христианства в нашем крае. Ну и нижние клеймы, да, вот здесь изображены крещение Стефаном Пермским, ну и последние клеймы посвящены уже кончине Стефана Пермского в Москве. То есть это не просто икона, эта икона может стать таким наглядно-дидактическим материалом, который описывает жизнеописание святителя Стефана Пермского. Вот давайте мы еще с вами рассмотрим один памятник культуры по данной теме. Это деревянный календарь с коми-пассами на странице 70. Работа организуется вот с данным памятником в процессе чтения текста «Анбур для пермян». Вот после прочтения последнего предложения у пермян, предков коми-народа, вот обратите внимание, у пермян, предков коми-народа, тоже были свои знаки, пассы. Сделайте паузу, смысловую паузу, и предложите детям внимательно рассмотреть репродукцию памятника истории и культуры. Вот этот деревянный календарь с коми-пассами, он был найден, это этнографический памятник, он был найден известным краеведом Анатолием Смилингисом в Каркировском районе, в селе Вомен. А вот находка, она представляла собой шестигранный брусок с насечками. Всего насчитывалось 365 насечек. То есть такое же количество дней в году. И коми-крестьяне, они использовали деревянный календарь следующим образом. Они залепливали зарубки воском или лиственничной смолой. И таким образом они вели счет дня. И не все крестьяне умели таким образом считать время. Людей, умеющих пользоваться вот таким календарем, особо
уважали. И вот обратите внимание, на пассах, на календаре изображены пассы. Если присмотреться, вы можете найти эти пассы. Пассы. Пассы это являлись отличительными знаками определенного рода. Вот пассы ставились на предметах домашнего обихода, на домашней утвари, и они обозначали, что вот этот предмет, он принадлежит определенному семейству, определенному роду. Да? То есть это такое некое клеймо было, да? Клеймо на предметах. Так, давайте мы перейдем к рассмотрению следующей темы. Вернее, перейдем к рассмотрению наглядно-дидактического материала по следующей теме, даже по следующему разделу. Это будет раздел «Коми-край вчера и сегодня» и первая тема в славном городе Усть-Вымь. В славном городе Усть-Вымь. Вот обратите внимание, на странице 77 изображена иллюстрация Аркадия Мошева «Древний город Усть-Вымь». Работа с картиной организуется по тексту. Так, нужно будет прочитать на странице 76 седьмой абзац. Дома городских жителей гнездятся на склонах холмов. Год от года их становится все больше и больше. Их уже столько, что они не помещаются в ограде. Сделайте, пожалуйста, смысловую паузу и перейдите к рассмотрению картины. Обратите внимание на облик средневекового города Усть-Вымь. Дома на холме, архитектурные особенности домов. Обратите внимание на ров, на лестничный спуск, на изгороди, которые защищали город. Также обратите внимание, что город Усть-Вымь, владычный город Усть-Вымь, он был основан на берегу рек, на берегу реки, поскольку река всегда служила человеку. Река была транспортным путем, потому что в Коми-крае дорог таковых не было. Коми-край был окружен лесами, вот, и поэтому это было очень важно, устанавливать город именно по берегам рек. Река давала всегда чистую питьевую воду, а также река давала еду. Да? Это рыбу, которая в большом количестве обитала в северных водоемах Коми-края. Также необходимо дать информацию, да, что сегодня Усть-Вымь – это село. Во втором классе дети уже изучали в рамках темы сельские поселения, они уже изучали это село Усть-Вымь. А раньше село Усть-Вымь было владычным городом. Вот издревле слово «город» от однокоренного слова «ограждать», «изгородь», оно обозначало поселение, искусственно укрепленную оградою. И вот владычный город Усть-Вымь со всех сторон был защищен вот этой оградой, частоколом из бревен. Для чего? Для того, чтобы не было нападений на этот город. И во время опасности, во время нашествия, например, тех же вагулов, жители близлежащих поселений Усть-Вымя, они прятались вот за этими оградами, за оградами города. Но также город защищал ров, наполненный водой. Ну, давайте мы с вами рассмотрим наглядно-дидактические материалы, которые посвящены теме землепроходцы Сибири. Следующая тема. Откройте, пожалуйста, учебник на странице 80, где изображена картина, это знаменитая картина русского художника Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком».
Картина рассказывает об одной из битв, в которой участвовал отряд Ермака. На полотне представлены две враждующие стороны. Обратите внимание, да, слева это казаки, среди которых, кстати, были выходцы из Коми края, а справа это были изображены воинствующие сибирские племена. Мы видим, как многие казаки палят из ружей. Ермака тоже мы можем обратить внимание, да? Художник выделил его с помощью жеста. Его вот этот повелительный жест направляет, как бы направляющий отряд на врага, он выделяет атамана Ермака из общей массы людей. На картине мы видим, как битва в самом разгаре. Однако исход боя, в принципе, решен. Художник показал, как с предельным напряжением бьются татары, кучумовцы. Но их ряды дрогнули, и они уже убегают. Мы видим на заднем плане, что некоторые из них уже повернулись спиной и прекратили бой. Художник также символично описал суровый сибирский пейзаж в темный осенний день. Это мутные желтые воды реки, глинистый берег, серое небо. Можно ребятам предложить следующие вопросы и задания. Докажите, используя детали картины, что казаки одерживают победу над войсками хана Кучума. Какими представляют перед нами казаки и какими представляются татары? О чем говорят их лица и позы? Следующая картина, это даже не картина, это рисунок, на странице 81. На странице 81 перетаскивание волоком лодки с помощью катка. Учащимся можно рассказать о том, что сибирские землепроходцы, открывая новые земли, передвигались на лодке по воде. Однако часть пути им приходилось перетаскивать лодки по суше, волоком, то есть волоча, да? Получается, волоча лодки по земле. Причем достаточно большое расстояние им приходилось вот так вот передвигать лодки. Безусловно, вот такой способ передвижения, он был большим испытанием для наших земляков, первопроходцев, землепроходцев. И рекомендую вам показать на карте России территории Уральских гор, Сибири, а также сибирские реки Обь, Иртыш, Енисей, Ангара и Лена, вот, которые осваивали наши коми-зыряне. Следующая картина на странице 82 учебной книги – это репродукция картины Николая Николаевича Каразина, русского художника, «Сибирские казаки у проведывания новых землиц». При рассматривании произведения рекомендую обратить внимание на упорство и смелость землепроходцев. Им не страшны ничего, ни преграды, никакие. Казаки, среди которых были большинство выходцев из Коми края, покоряют своенравные сибирские реки. Обратите внимание, да, как бурлаки тянут лямку, тяжелую лямку, не позволяя судну, лодкам сесть на мель. Первооткрывателям помогает не сбиться с пути карта, которую внимательно смотрят путешественники. Уважаемые коллеги, давайте перейдем к рассмотрению еще одного рисунка. Рисунка Никишина Мангазея на странице 83. Вот живописец изобразил город на основе археологических раскопов и исторических документов. То есть это такой вот жанр реконструкции на основе документальных сведений. Отмечу, что в строительстве города Мангазея, которого сейчас уже нет на карте, принимали активное участие коми-зыряне.
очень много жителей нашего северного края проживали в городе Мангазии. Вот на рисунке в центре изображен город, который обнесен стенами с 5 башнями. Вдали видны поселения, дома, где жили ремесленники и горожане. Учащимся можно задать дополнительные вопросы по картине. Что изображено на рисунке? Почему город был обнесен стенами? Для чего были возведены 5 башен, расположенных на разных сторонах света? Давайте мы перейдем к следующей картине на странице 85. Картина Дементьева «Кочи» Семена Дежнева в Беринговом проливе. На картине изображены небольшие парусные суда. Вот они назывались «Кочи». На них плыла экспедиция Семена Дежнева, выходца из Великого Устюга, путешественника знаменитого, и нашего путешественника, первооткрывателя Дмитрия Зыряна. На картине изображена ясная погода, что благоволит участникам путешествия. Волны утихли, и корабли с натянутыми парусами медленно движутся вперед. Обратите внимание на фрагмент картины. На носу корабля стоит капитан, то есть, по всей видимости, это сам Семен Дежнев, и с помощником и внимательно разглядывают новые земли. Попросите детей описать пейзаж картины. Целесообразно показать на физической карте России путь, который проделал отряд Дмитрия Зыряна. Это река Индигирка, река Алазея и Студенное море. Студенное море сейчас это Берингово море. И далее река Колыма, которую открыл наш соотечественник Дмитрий Зырян. Так, перелистните, пожалуйста, страницу. На странице 86 изображена репродукция картины Николая Каразина «Принятие в подданство России сибирских инородцев». Вот уточните, пожалуйста, понятие «инородец». Инородец означает множество различных народов, проживающих на территории Сибири. То есть на территории Сибири проживали юкагиры, ненцы, эвенки, селькупы. Их и называли сибирские инородцы. Такое общее понятие, характерное для всех представителей народов Сибири. С левой стороны картины изображены местные жители сибирских племен. Вот они преподносят дары казакам для того, чтобы их приняли в подданство российского государства. А с правой стороны изображены бравые землепроходцы, вот среди которых и были коми-зыряне. Перейдем к рассмотрению наглядно-дидактического материала, посвященного теме столицы Зырянского края. Как раз страница 91. На странице 91 изображена первая картина Аркадия Алексеевича Размыслова «Разлив». Картину можно использовать в качестве иллюстрации к беседе о Усть-Сысольске. Художник изобразил воображаемую панораму Усть-Сысольска с противоположного берега реки Сысолы. Облик города определили каменные храмы. На картине слева направо изображены церкви. Вот обратите внимание, слева направо. Так, первая церковь – Вознесение Господня. Она сейчас сохранилась, эта церковь, в местечке Кируль. Следующая церковь – Стефановский собор, который располагался раньше на Стефановской площади. Да, сейчас он, к сожалению, не сохранился, он воссоздан и располагается уже в другом месте. И также изображены Стефановский и Троицкий соборы.
которые также, к сожалению, не сохранились. При рассматривании картины необходимо сосредоточить внимание на отдельные фрагменты. Вот обратите внимание. Пароход тянет паром. Это часть картины. Хозяйка развешивает белье. Вот это фрагмент картины. На помостах кто-то перевозит на лодке домашний скот. Вот обратите внимание. То есть это мы видим половодье, да? Птицы расстелились на могучих елях и щебечут. Учащимся можно предложить следующие вопросы. Что изображено на переднем плане картине, а что вдали? То есть пусть дети сами ответят на эти вопросы. Какое время изобразил художник на картине? Какое время суток изобразил художник? То есть это, скорее всего, вечер, да? Как можно догадаться, что картина отражает состояние природы в период половодья? Какие краски использовал художник с целью демонстрации величия старинных церквей Усть-Сысольска? Какие чувства вызывает картина у детей? Следующая картина на странице 93. Этого же художника Аркадия Размыслова. И эта картина служит иллюстрацией к беседам о праздничной жизни Усть-Сысольска. Главной дидактической задачей является, у данной картины, является возможность показать праздничную атмосферу провинциального города Усть-Сысольска и сравнить с новогодними забавами, которые сегодня проходят на Стефановской площади уже города Сыктывкара. Художник изобразил в центре, центральная часть картины, Стефановский собор. Да, это была самая большая церковь в Коми-крае. Она была разрушена в годы советской власти. Собор размещался в центре города, на Стефановской площади, и был местом всевозможных праздничных гуляний. На картине изображен любимый праздник усть-сысольцев – это святки. Главными героями являются образы горожан. Кто-то из детей катается на коньках, кто-то на лошадях. Один мальчик переоделся в лохматого зверя. Вот обратите внимание, да, на этом фрагменте картины. В рождественские дни верующие идут в собор на праздничную молитву. Тоже мы видим эту картину, этот фрагмент. Давайте еще поработаем с этим наглядным дидактическим материалом. План, откройте, пожалуйста, страницу 95. И давайте с вами вместе рассмотрим план застройки Усть-Сысольска от 16 января 1784 года. Этот план утвержден указом императрицы Екатерины II. Попросите детей в рамках изучения, детального изучения этого плана назвать старинные улицы провинциального города по этому плану. Вот обратите внимание, что город Усть-Сысольск в середине 18 века был небольшой. Он был намного меньше, чем современный Сыктывкар. И вот эта картина в учебнике дана не случайно. Учащиеся в ходе заочного путешествия в рамках чтения текста «Улицы, уходящие в вечность» будут рассматривать старинные улицы, старинные здания на странице 96-107 и будут возвращаться к этому плану застройки Усть-Сысольска. И они увидят, где эти здания размещались, на каких улицах. А далее необходимо будет организовать работу с детьми по старинным фотографиям Усть-Сысольска и сравнить вот эти старинные фотографии с современными. Вот давайте мы рассмотрим, сейчас перечислю эти фотографии.
Стефановский собор, вид с улицы Троицкой. То есть сейчас это улица Коммунистическая. Торговый дом братьев Дербеневых. Это магазин. Сейчас здесь располагается Национальный музей, отдел этнографии. Улица Коммунистическая. Улица Трехсветительская. Так, Усть-Сысольское духовное училище. Сейчас здесь располагается Национальная галерея Республики Коми. Дом купца Суханова. Самое первое каменное здание, да? Сейчас располагается здесь литературный музей имени Ивана Куратова. Покровская и Спасская церкви, которые не сохранились на сегодняшний день. Вот это старинная фотография. Это улица Спасская изображена, сейчас это улица Советская. Вот здесь вдали можно увидеть пожарную каланчу. Вот как сейчас после реконструкции она выглядит. Является символом города Сыктывкара. Земская больница на улице Сухановской. Сейчас эта улица называется Бабушкина. И сейчас здесь располагается медицинский институт. Да, вот обратите внимание, раньше она была одноэтажной. Но после реконструкции это здание уже стало двухэтажной. И церковь Вознесения Господня на улице Набережной. Вот современный Свято-Вознесенский храм. В принципе, он сейчас сохранился и в таком первозданном виде. И далее здесь изображены панорама Юго-Загородной улицы, это уже окрестности Усть-Сысольской, и улица Троицкая. При рассматривании и вот этих фотографий обратите внимание, что вот здания, старые здания, некоторые, они подверглись реконструкции, да, то есть не менялись. Обратите внимание на старинные объекты, на тротуары, дороги, расположение домов, изгороди и другие уличные объекты провинциального города Усть-Сысольска. То есть обратите внимание, что раньше не было асфальта, грунтовая дорога была. Вот. Пусть необходимо в рамках этой темы, чтобы учащиеся, чтобы детки погрузились вот в этот мир старого провинциального Усть-Сысольска. Уважаемые коллеги, откройте, пожалуйста, учебник на странице 104. И давайте мы еще с вами рассмотрим картину, репродукцию картины Аркадия Размыслова «Усть-Сысольский Париж». Вот художник изобразил окраину города Усть-Сысольск, где располагались когда-то казармы французских военнопленных времен Отечественной войны 1812 года. И при рассматривании картины необходимо обратить внимание учащихся на отдельные ее композиционные фрагменты. Вот обратите внимание, слева изображены военнопленные, которые развлекают детей игрой на музыкальных инструментах. В центре показаны военнопленные, которые оттачивают чеканку, отбивают чеканку, муштруют, чтобы не забыть военное дело. На заднем плане изображен такой комический сюжет, как один из французов пытается доить корову. Да? То есть картина носит такой комический характер, да? Такого она юмористического жанра. Можно дать учащимся следующие вопросы и задания. Чем заняты, ребята, чем заняты французские пленные? Кого художник изобразил в центре картины? Как развлекают военнопленные крестьянских детей? Кого изобразил художник на заднем плане картины? Можно ли, глядя на картину, услышать шум и крики? Можно ли назвать картину юмористической? Захотелось ли вам улыбнуться, глядя на эту картину? Что вам больше всего понравилось в этой картине? Какие чувства у вас возникли при рассматривании картины? Какое настроение вызывает у вас эта картина? Перейдем к рассмотрению следующей картины.
следующих двух картин, которые будут изучаться в рамках темы «Ульяновский монастырь». Первая картина на странице 180 Николая Петровича Богданова-Бельского, это русский художник. Картина называется «В церкви». И организацию работы с картиной лучше всего начать после чтения 4-го абзаца текста на странице 107. Число церквей особо возросло в XIX веке. При некоторых церквях открывались школы для детей. Они назывались церковно-приходскими. Церковь оказывала помощь нищим, старикам, инвалидам. Для них собирали деньги, открывали приюты для сирот и бездомных. Сделайте паузу и предложите младшим школьникам рассмотреть картину. В процессе внимательного изучения картины необходимо обратить внимание третьеклассников на церковное таинство, на молитву. Христианские дети в руках держат свечи. Огонь свечи всегда устремляется вверх, что является символом причастности человека к божественному свету. Вот предложите учащимся вопросы. Хотелось ли вам побывать в этом месте? Какие чувства у вас вызывает картина? Давайте откроем страницу 109 и разберем еще одну картину. Это последняя картина, которую мы с вами сейчас рассмотрим. Картина Аркадия Размыслова «Ульяновский Троице-Стефановский монастырь». Вот данный наглядный дидактический материал является источником информации об истории создания монастыря. В верхнем левом углу репродукции изображен знаменитый Соловецкий монастырь. Обратите внимание. Оттуда начали свой путь в далекий Коми край монахи Соловецкого монастыря. И чтобы добраться до Ульяновского монастыря, до обители, монахи проделали путь. Да? То есть они сначала проплыли на лодке, потом на пароходе сотни километров, прошагали много верст волоком, и уже их встречали местные жители. И здесь, в принципе, в этой картине изображено и прошлое, и будущее. Вот в центре, центральной частью картины, изображен уже Ульяновский монастырь, каким он стал после того, как его построили монахи Соловецкого монастыря. Вот за 30 лет на территории монастыря был возведен величественный пятиглавый храм с высокой колокольней. Для защиты от набегов были сооружены каменные стены с угловыми башнями. На территории монастыря располагались часовни и монастырские постройки. И вот надо отметить, что с возрождением монастыря появилось в Коми крае постоянное пароходное сообщение. Для организации рассматривания картины можно предложить следующее задание. Опишите путь монахов к Ульяновскому монастырю. Рассмотрите передний план картины и скажите, как встречали местные жители приезжих монахов Соловецкого монастыря. Докажите, что художник на картине отобразил два времени, настоящее и будущее. То есть, получается, будущее художник изобразил, выделив его таким зеленым оттенком. Да, эта картина последняя в учебнике. Мы, уважаемые коллеги, с вами рассмотрели основные моменты, связанные с особенностями работы с наглядно-дидактическим материалом учебного пособия, край, в котором я живу. Да, хочу вас проинформировать, что в сентябре мы планируем совместно с Эльвирой Ивановной Поляковой провести
Семинар. Семинар «Особенности работы с учебным пособием «Край, в котором я живу» в первом классе». Очень надеюсь, что 1 сентября выйдет уже эта книжка-раскраска «Край, в котором я живу» для 1 класса. Еще раз, уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за проявленный интерес к данному курсу. Да, вот я вижу обратную связь. Спасибо за вебинар «Путешествие по родному краю». Очень занимательно, Атти. За выджет Да, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с наступающими майскими праздниками. Да? Завтра у нас будет праздник День труда, Международный день труда. 9 мая будет День Победы. Хочу вам пожелать профессиональных успехов. Успехов во всем. Отдельно мне хочу вас поблагодарить за проявленный интерес. Мне очень приятно, что вы уделяете время и принимаете участие в семинаре. Ну, наш семинар подходит к завершению. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.